Ученые Коми отделения Русского географического общества вернулись с Припечорья. Они рассказали о предварительных итогах путешествия. Поездка прошла в рамках комплексной экспедиции «Печорский меридиан». Главная цель этого проекта – систематизировать и дополнить географические знания о Печорском бассейне, как о природно-хозяйственной и социально-экономической мегаструктуре. В прошлом году ученые исследовали плато Мань-Пупунер и разработали туристический маршрут Шарья. Чем отметилась нынешняя экспедиция, расскажет Ольга Коняева. Начинается зачистка раскопа на уровне 3-го горизонта и черновая зачистка бортов раскопа для зарисовки профилей. Это съемки для научного фильма. Происходящее за кадром комментирует кандидат исторических наук Александр Мурыгин. На территории республики более 1000 археологических памятников от эпохи палеолита до средневековья. Однако в районе бассейна реки Печоры артефактов позже X века единицы. И о том, что происходило в древности в этих местах, ученые знают мало. Керамика, найденная членами экспедиции вблизи поселка Новый Бор Усть-Илимского района, не имеет аналогов в лесной зоне Припечорья. Отдельные проявления есть только на Нижней Печоре и в малоземельской тундре. То есть вырисовывается некая культурная группа, предварительная датировка 12-13 век, которая проживала на Нижней Печоре и, судя по всему, имела какие-то связи или своим происхождением была связана с культурами восточно-уральского хребта. Участники Печорского меридиана предположили, здесь могли жить племена Печера или Югра. Еще один интересный момент. На некоторых осколках не специфические для финно-угорских народов узоры. Скорее всего, это свидетельство проникновения сюда русских уже в XII-XIII веках. Цель другого проекта экспедиции – составить экономико-географическую характеристику Верхнего Припечорья. В целом она похожа на ситуацию по всей республике. Экономическая основа в райцентре. Здесь работают новые предприятия, которые нацелены на глубокую переработку древесины. Они выпускают биотопливо и даже отправляют продукцию за рубеж. Но большая часть населенных пунктов имеет гораздо менее такую устойчивую экономическую основу, отдельные предприятия. 10 населенных пунктов, по нашим предварительным сведениям, не имеют вообще никакой, как говорится, экономической основы. И это, опять же, характерно для республики в целом. Третий объект исследования – бассейн реки Цильма. Столько видов сиговых и лососевых рыб, как здесь, нет нигде в России. Ихтиологи Коми озабочены оскудением запасов многих популяций. Восстановить поголовье можно с помощью искусственного разведения видов с высоким коммерческим значением. Например, пеледи, численность которой в последнее время значительно снижается. Высокие вкусовые качества, хороший темп роста, высочайшая экологическая пластичность. Вот этот вид нам был интересен. До этого мы уже наработали методы биотехники выращивания и выпуска мальков европейского хариуза, сига. Теперь очередь за пеледи, хотя мы уже частично биотехника отработана. Из 7 озер, обследованных специалистами, только в 2 обнаружили пеледь. И только одно подходит для ее разведения. Информацию, полученную в экспедиции, ученые обработают и соединят в один общий труд, в котором свое слово могут сказать и школьники 8-10 классов. В рамках проекта «Печорский меридиан» проходит географическая олимпиада. Ее итоги подведут в октябре этого года. Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган.